Видите, сколько мусора тут. Это все надо убирать, сжигать. Все, вода начала уходить. Сегодня я отсюда лодку уберу. Потому что в эти дни здесь все высохнет. Не знаю, почему эта будка не уплыла. От этой будки здесь еще одна будка стояла. И его, короче, поймали где-то вон там в кустах. Наша будка устояла. Такими лодками сено перевозили. На 2 ветерках 2 мотора ставили и перевозили сено. Лодка для водомета как-то сделана, вон снизу так отверстие такое. Ну не для водомета, а правильнее, а чтобы, скажем, мотор выше ставили. И вода из-под низа идет. Одним словом, по мелководью, чтобы ездить. Здесь заборы, все унесло. Здесь также будка стояла, видимо, какая-то. Может, баня. Не баня, а амбар-то есть. Или нет, здесь будка стояла. Моторки тут хранили.
Вот так. Этот микрорайон пустой, без хозяев уже все. Сейчас глянем, что творится в нашей будке. Ну вот. Не осталось где-то эти бревна. Где-то вот с мой рост, где-то вот тут вода была. Даже выше. Ну, 2 метра она еще поднималась. У меня вот тут уровень 2000 год был. Вот до сюда доходила. 2000 или 2000 вроде как. Самый максимальный. А сейчас вот сразу не отметил. Надо было остановиться и отметить, где-то вот тут была вода. Вот это да. Такого еще не было. Будка пока стоит. Вот такие делишки. Все затапливало в этом году. Опа. Ну, тут, в принципе, ничего таких вещей у меня и не было. Вот такая куртка вся сырая, блин. Лестница, чтобы в будку залезть. Плащ. Это нужная вещь тоже. Так. Что у меня? Чучела. Везде у меня чучела. Так. Все, в принципе, все нормально. Так, банку несло. Гвоздей нету. Так. Здесь где-нибудь оставить. Гвоздей толковых нету. Вот тут оставлю. Пусть высыхает. Эту куртку я, когда езжу на лодке, на колени, колени закрываю, потому что холодно. Ну что, вроде все устояло тут. Немножко сдвиг есть. Эта сторона чуть-чуть ушла. Ну вот скобы удержали, видать. Если бы не было скобы, эта будка тоже была обречена, ушла бы. Ну, значит, еще будет стоять.
Все. Ну что, всем привет, как говорится. Немножко снова я снимаю. Возле реки находимся. Будка устояла. Сегодня 17-е, наверное, если не ошибаюсь. Могу и ошибиться. Телефона, смартфона с собой нету. Вода нормально так уходит. Так пена еще идет вон. Потому что дожди, позавчера еще сильные дожди были. И эта будка еще устояла вон. Мне, в принципе, эта будка не жалко, но потому что я тут вещей практически вообще никаких не оставляю. Но можно еще, конечно, немножко хоть подремонтировать там. Ножки вот скосились вон. С правой стороны, с западной стороны. Вот сколько мусора в лодке. Эта лодка вроде тут лежала, если не ошибаюсь. Может, перевернула тут. Видать, все это перевернуло, может. Как била сюда лодка. Вон. Птицы. И эта лодка, это у Ладанова Александра Васильевича. Старенькая будка-то есть. Все путаю. Ну, вот эти заборы также устояли. Сейчас я свою лодку оставлю вон там за кустами. Потому что здесь, если вода будет дальше уходить, здесь мелководье, и вода далеко будет. А там крутой берег. Там оставим. И там более-менее больше народу туда-сюда приходит, чем сюда. Если что, мою лодку также могут спустить или приподнять. Спустить не обязательно спускать. Замечание также мне делали в комментариях, что лодку у товарища я не спустил. Спускать лодку не обязательно. Поднимать, да, это если ты возле реки видишь, что вода поднимается и лодки уже плавают, то обязательно надо приподнять, чтобы не уплыла. А если на берегу остается, это уже хозяин должен решить, лодку спускать или же оставлять там на берегу. Так что все под контролем, все по правилам нашим охотничьим. Ну, я думаю, это правильно, мое мнение. Спускать лодку или же оставлять на берегу. Ну, весна так, затяжная, как обычно у нас. До 22 июня даже, думаю, еще у нас тепла и не будет. Как-то вот деревья зеленые, полузеленые. Вот все приостановилось. Теплые дни были, потом все резко поменялась погода. Вот немножко сейчас прохладно, и листья стали не зеленые, ярко зеленые, а вот листья начали темнеть. Пока свое время не придет, все равно ничего не будет цвести, ничего не получится. Сейчас уже, в принципе, пора птица, сейчас уже все на гнездах, и нежелательно, чтобы были дожди, морозы сейчас в это время. Кукушка или нет? Я еще кукушку и не слышал в этом году пока. Так, ну что, ладно, сейчас дальше я поплыву вон туда за кустик. Вон там я оставлю. Обычно все лето у меня там стоит лодка. Бич-пакет или проволока.
Думал, бич-пакет там закусывали. Но контрольная кружка там стоит. Здесь обычно закусывают. Это 100%. Всегда кто-то тут сидит. Но большинство уже умерло. Кто здесь устраивает посиделки. Каждым годом все меньше и меньше народу остается. О, там такой сюрприз нас ожидает. Смотрите, что сейчас я покажу. Такая коряга там. Вот здесь и оставим. Здесь никому не мешает. Вот тут самое то будет место. Вот так. Высоко поднимать не стану. Пока данный момент. Вот так вот. У меня в планах вообще спросить, вот здесь кто живет, участок небольшой, и поставить себе будку вот тут. Железную из профнастила какой-нибудь маленький, 1,5 на 1,5 вполне достаточно. Вот ветерок. На таких моторах еще ездят. Остров уже виден. Вон там коряга, смотрите какая. Этот хлам откуда? Дом тоже пустует. Никого уже не осталось. Один жилец есть, и то он. Его тут нету. Смотрите, какое дерево. Распилить и на неделю дрова хватит. Щетка. Вон. Мусора сколько. Бутылки, всякую хрень притащила водой вон. Огород наполовину забит хламом. Это все надо сжигать, убирать. Вот смотрите, какое дерево. Скоро батька сюда будет приходить рыбу ловить. Он уже, его вчера я уже видел, червей собирал. Что говорил, на рыбалку собираешься, да? Нет, говорит, готовлюсь. Вот тут для него будет доступное место первоначально, вот здесь. Здесь все подсохнет, крутой берег будет, глубина хорошая. Ну,
Может, поснимаю его рыбалку. Вот так. Ладно, здесь напрямик и пойду через большую высокую горку. Обычно я спускаюсь к реке вот через эту горку вниз. А сегодня наоборот. Вот такие делишки творятся в наших краях. О, да здесь не перейти. А вон там выше. Здесь мостик был. Мостик уплыл. Два года назад, наверное, здесь канавы вырыли, чтобы дорога была. Не могли проезжать, все время дорога портилась быстро, грязная дорога. Возле дома пройду. Там гвоздей до хрена от забора. Да и жители этого дома также смотрят. Поближе картину поснимаю. Все время переписываемся тут. Многодетная семья здесь жила. Вот так. Как будто тут никого и не было. Ай, блин. Кроме этого, есть, конечно, микрорайоны, там выше, возле центральной дороги, более-менее люди живут еще. Но я показываю, где обычно хожу к речке, что я вижу, какую картину. Вот и гора. Там уже козы пасутся. 3 штуки. Вот этот дом тоже тонет и тонет постепенно. Потому что здесь, вон, смотрите, какая почва тут. Все время сыро. Что летом, что весной, осенью. Все одинаковое. А там на горе уже глинистое место. Это высота, наверное, 10 метров, наверное, будет. О, щавель. Вот сегодня я это соберу. Круто я попал. Супчик из щавеля. Весенний супчик будет. Между прочим, у нас во дворе много тоже было щавеля. А сейчас их не осталось. Вот. Сейчас наберем нужное количество. И там есть. Да. Достаточно тут. Жена любит это. Щавель это весной весенним супом она называет. Так, это некрасиво тут. Вон.
сколько набрал. В принципе, должно хватить. Один кустик нормальный только попался. Вот хороший, красивый, который. Ну да. Не скажу, что тоже тут много их. Там на сенокосе там дофига. На лугу. Вот такая картина сейчас в данный момент. Все постепенно все нормализуется. Надеюсь, не повторится такое. Сейчас еще пару листиков там досорвать. Так. Вон он. Понравился мне этот кустик. Какой-то он зеленый, красивый. Это кто-то сжигает что-то, какой-то запах гари идет. Ну, в принципе, хватит, наверное. Мелкие потом остались. О, вполне достаточно. Фу. Пока в гору карабкался, спотел. Дождь-то начинается-то. Мелкий дождь такой. И целую неделю такая погода будет. Вот набрал столько щавели. Будем варить весенний суп сегодня. Спасибо, кто сходил со мной к речке. Всем спасибо, всем, кто смотрит мой канал, мои фильмы. А на сегодня все. Всем пока. Ждите новые походы. Они будут и очень много.